Видишь, медицина — это просто будет совершенно другого уровня. И сейчас это уже, скажем, уже не сказки. Это уже реальность даже не завтрашнего, а практически сегодняшнего дня. Но это мы взяли только эту отрасль, только медицину. Давай возьмем другую. Какую? Ну, вот, к примеру. Искусство, например. Например, искусство. Например, художники. Действительно, на сегодняшний день все-таки уже есть технологии, когда искусственный же интеллект по тексту, который есть, Ему уже задают текст, прорисовывает. а он уже создает картины, правильно? Да, да. Более того, искусственный интеллект уже сегодня способен создать картину, которую не сможет повторить ни один художник. Почему? Потому что во всех сферах художественных он сможет выразить и сделать гораздо лучше, чем человек. Почему? Он анализирует все. И он математически точен. Он не допускает ошибки. Ну, некоторые скажут, а как же самовыражение? Ребята, на сегодняшний день нейросети обладают искусственной интуицией и очень широким воображением. Поэтому у некоторых складывается такое вот еще отношение, ну это же бездушная машина, она не умеет мыслить, фантазировать, думать. Она человека не догонит, уже обогнала. Вот давай возьмем простой пример. Да? В 1989 году Гарри Каспаров обыграл компьютер в шахматы, да? Будучи уже там чемпионом. Да. А в 1997 году компьютер обыграл уже Каспарова. Но он на это время, да, на это время он еще оставался непобедимым чемпионом мира. И вот на этом, собственно говоря, уже эпоха доминирования человека над машиной закончилась. И с тех времен, ну, по сегодняшний день, если мы возьмем, то системы развивались. Сейчас они выигрывают даже в покер. Вот, друзья мои, если вы знаете, покер, она ж все-таки игра больше психологическая. Там, ну, надо уметь блефовать и распознавать блеф. То есть включать интуицию, включать фантазию, наблюдение и все остальное. Люди уже не могут выиграть в покер даже. Так же ж? То есть, получается, есть искусственная интуиция у… Конечно. И воображение. Поэтому, скажем, среди художников, ну, тоже бытует мнение, что они незаменимы. Так же, как и у людей любой специальности. Но все равно ж машина будет лучше делать. В любом стиле. Она будет лучше. А вот давай возьмем журналистику, да, к примеру. Ведь на сегодняшний день машины даже статьи пишут гораздо лучше. Да, да, очень много. И боты-журналисты, которые пишут и для того же Bloomberg News, и Washington Post, и Los Angeles Times, и тот же Forbes. И что самое интересное, что искусственный интеллект на сегодняшний день уже берет награды в журналистских премиях. И вот разработчики говорят о том, что читатели даже не заподозрили, что эти это статьи искусственный писал интеллект, а не искусственный человек. интеллект. Да. Конечно, и не должен заподозрить. Но это ж прекрасно. Смотри, вот, насколько становится наша жизнь интереснее, лучше, Знаете что? безопаснее. Вот, ну действительно, вот смотри, вот, давай разберем вот просто. Вот, человеку надо на сегодняшний день, да, он может заказать через интернет продукты, ему доставят и тому подобное. Но согласись, все-таки удобнее, когда ты, к примеру, одеваешь виртуальные очки, и ты оказываешься в супермаркете. Ты можешь пройти, выбрать любой товар, который тебе нравится, посмотреть его, подробно узнать о нем и заказать. И тебе его доставят домой. Причем великолепно и прекрасно. Правильно? Выходить не нужно. А с учетом вот особенно, как у нас сейчас сложилась ситуация с пандемией и тому подобное, то есть не нужно тебе показываться, скажем, выходить из дома, находиться среди людей и подвергать здоровье риску, правильно? Ну да, на сегодняшний день же и доставщики уже роботы. Есть и доставщики, и Доставка сортировщики, дохода, и и все на свете. Вот сортировщики, смотри, логистика. насколько это удобно. Опять-таки, вот дороги возьмем, да, логистика. Особенно люди, которые, как говорят, дальнобойщики, то есть это шофера, которые управляют огромными машинами, и они вынуждены очень долго находиться за рулем, доставлять товар с одной точки в другую точку. Но уже есть машина. То есть машины, оборудованные автопилотами, где машина управляет машиной. Ну разве это не замечательно? Это снимается тяжелый труд, во-первых. Во-вторых, это безопасность. Машина, она не допустит, ну, глупых поступков. Ведь это ж так же, да? Ну давай вспомним, на теплоходе люди отдыхали, а не так давно это было. А капитан решил помахать рукой другу, да?
и посадил корабль на риф. Ну, немыслимо, чтобы искусственный интеллект совершил ошибку. Он просто ее не способен совершать, потому что у него прежде всего программа о безопасности, своевременно и правильно все выполнить с учетом очень многих факторов. Человек не способен учитывать столько факторов, сколько учитывает машина. Но разве это плохо? Ну смотри, какое действительно прекрасное будущее, скажем так, на горизонте. Так же? Может, синоптики прогноз погоды наконец-то. Ну, может быть. Ну, У нет. нас Ну, будет. здесь даже машина не справится.